При входе в подъезд и на двери квартиры Николая Токуева висят именные доски, где указано, что здесь проживает ветеран Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в Ухте их осталось всего 23, и каждый – живая память героических страниц истории нашей страны. Ухтинец Николай Филиппович Токуев прошел Великую Отечественную войну от первого до последнего дня. Отмечен орденом Отечественной войны первой степени, Красной звезды, нагрудными знаками «Гвардия» и «Фронтовик», медалями за взятие Будапешта и за освобождение Белграда, а еще за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, за оборону Сталинграда, за боевые заслуги и юбилейными медалями. Сегодня этот список пополнила еще одна медаль из рук мэра Ухты Магомеда Османова. Николай Филиппович, в честь 75-летия Победы Путин учредил медаль. 75 лет Победы. Вот я пришел сегодня, чтобы эту медаль вручить тебе от имени президента Российской Федерации. Очень приятно. Давайте я вручу. Николай Филиппович, указом президента Российской Федерации от 13 июня 2019 года Николай Токуев родился в Архангельской области. После школы семилетки учился в сельхозтехникуме, работал в районах и колхозах Архангельской области. В 1939 году его призвали в Красную армию. Война застала Николая Филипповича в Западной Белоруссии. Он воевал артиллеристом на Юго-Западном, Сталинградском, Третьем Украинском фронтах. Демобилизовали солдата в 1947 году. А так День Победы помните, да? Да, Это да, незабываемо. День Победы помню. Уже в послевоенные годы Николай Филиппович долгое время работал в системе торговли объединения «Коминефть» в Ухте. Часто фронтовика звали на уроки памяти в городские школы, где тот рассказывал свою историю победы. У ветерана 6 внуков, 9 правнуков, 2 праправнука. Биографию Николая Филипповича Токуева можно прочитать в книге «Память о войне длиною в жизнь». Кроме того, уже 2 раза переиздавалась книга авторства самого ветерана под названием «Эх, как бы дожить бы». Рукопись фронтовик закончил в свои 97 лет, дописывая ее самостоятельно на компьютере. По словам дочери Николая Филипповича Татьяны, которая живет с ним, отец в своем возрасте сохранил удивительную собранность и ясность мысли. Папе уже 101 год, и я считаю, что его здоровье, его состояние душевное и физическое сохранилось, наверное, потому что он очень собранный, очень самостоятельный. С 13 лет он остался один, без родителей, поэтому ему много пришлось самому испытать, и он этим себя закалил. В юбилейный год Великой Победы в Ухте в 11-й раз объявлен благотворительный марафон «Мы наследники Великой Победы». И ухтинская администрация призывает горожан в этот особо ответственный год не остаться в стороне. Хочу обратиться к ухтинцам. Даже та копейка, которую мы сегодня внесем в марафон Победы, оно до последней копейки будет направлено именно на то, чтобы поддержать этих людей и материально поддержать, где-то оказать и ремонт в квартирах, где-то заменить какую-то мебель, чтобы. Поэтому, обращаясь к ухтинцам, кому неравнодушно вот это вот то, что у нас происходило, и кто сегодня хочет действительно помочь этим людям, их действительно осталось мало, и, наверное, с каждым годом их все будет меньше и меньше, но сегодня мы имеем возможность оказать этим людям помощь, оказать этим людям, сказать им спасибо за то, что они сделали для нас. Так, в 2019 году за счет средств марафона, поступивших на счет Ухтинского городского совета ветеранов, 98 участникам Великой Отечественной войны оказали помощь. Заменили сантехнику и газовое оборудование, приобрели стройматериалы, холодильники, стиральные машины, телевизоры, приставки для цифрового телевидения, средства реабилитации, продуктовые наборы. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.